На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главном. Цель встречи – обсудить общественно-политическую ситуацию в стране. Лидер АНД Атгур Ардзинба встретился с жителями нового района столицы. Главное – сохранять и развивать абхазскую народную музыку. 12-й республиканский фестиваль Абхазца состоялся в Сухуми. «Хулиганы Мухутского двора». Вышла в свет третья книга молодого писателя Ардашеса Овсепяна. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Джани поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: «В этот день хочу отметить ваш личный вклад в дело развития основанных на стратегическом партнерстве и союзничестве отношений Республики Абхазия и Российской Федерации. В Абхазии ценят ваше огромное внимание ко всем аспектам двустороннего сотрудничества, высокие профессиональные и человеческие качества. Уверен, что дальнейшее развитие дружеских абхазо-российских отношений в области торговой, экономической и инвестиционной деятельности, реализации совместных проектов в полной степени соответствует интересам двух стран». Премьер-министр Александр Анкваб поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения. В тексте поздравления, в частности, говорится: «Ваше личное отношение к Республике Абхазия служит прочной основой продуктивного взаимодействия по всем обоюдно важным направлениям, в том числе в рамках реализации намеченных программ. Не сомневаемся, что нацеленные на положительный результат совместные усилия будут неуклонно наращиваться. Наше правительство и в дальнейшем готово к такому сотрудничеству». Конец цитаты. Абхазия и Беларусь. Активация сотрудничества. Видеомост с таким названием в формате Сухум-Минск состоялся в «Спутник Абхазия» с участием министра иностранных дел республики Инала Ардзинба. Эксперты обсудили итоги встречи президентов двух стран в Минске, а также перспективы экономического и торгового взаимодействия. Обсудили широкий круг вопросов и торгово-экономического характера, и, естественно, другие вопросы очень важные, в том числе вопросы геополитического характера, вопросы безопасности. Это был действительно широкий разговор. И с нашей стороны была озвучена действительно соответствующая идея формирования, постепенного формирования такого полноформатного трехстороннего механизма для обсуждения и решения очень многих вопросов. Конечно, с точки зрения Республики Абхазия, формирование такого механизма входит в наши национальные интересы. Продолжая сказанное вами. Кроме того, как рассказал Инал Ардзинба, Советы безопасности Абхазии и России в ближайшее время подпишут важнейшие документы, которые были разработаны посольством Абхазии в Российской Федерации. Он подчеркнул, что посольство также активизировало работу по адресной поддержке граждан республики. Так, по линии Россотрудничества помощь со стажировками и трудоустройством получили уже 100 человек. Видеоверсию видеомоста, подготовленную нашими коллегами из «Спутника Абхазия», смотрите в эфире База ТВ в воскресенье, 5 марта. Посол Абхазии в России Алхаз Квицения прокомментировал увольнение советника-посланника посольства Татьяны Гулия. Ранее она опубликовала в социальных сетях сообщение о своем увольнении. Гулия заявила, что работа посольства планомерно уничтожается. Мне на самом деле очень неудобно комментировать те материалы, которые были опубликованы в наших соцсетях. Мне даже стыдно это комментировать, если быть откровенным. Потому что дипломат такого уровня, такого класса говорит в другой стране о недееспособности и планомерном разрушении МИДом работы посольства, я считаю, что это неэтично, по крайней мере. Нельзя так себя вести дипломату. Есть вещи, которые можно говорить, а можно нет. И у меня такой вопрос, коль это касается сотрудницы посольства, потому что я на данном этапе являюсь послом, и я должен это прокомментировать. Но я думаю, что кто мешал Татьяне Георгиевне, видя, что МИДом проводится целенаправленная работа по развалу работы посольства,
это озвучить раньше. Я думаю, что никто не мешал. Абсолютно мое убеждение, что это подсказка, но хочу отметить, что неудачная подсказка. Вводить человека с определенным опытом работы, с определенным имиджем, авторитетом, да, в такую ситуацию считаю неправильно. Поэтому я бы дальше это не стал комментировать. Тем более там говорится о том, что я пришел и ей сказал, что вы уволены, и я извинялся, покраснел перед ней, и в таком тоне, что я не мог аргументированно сказать, по каким критериям ее уволили. Я ее пригласил в кабинет посла, хочу, чтобы вы знали, и сказал, я родился в традиционной абхазской семье, и сказал по-абхазски, мне неудобно вам говорить, что ваш приказ лежит в посольстве. Но я должен озвучить это вам в лицо и передать этот приказ в руки, потому что с той даты, как этот приказ был оформлен, вам не будет начисляться заработная плата. Видимо, Татьяна Георгиевна меня плохо знает. Я мало где краснею, потому что стараюсь не делать проступков таких, за что краснеть можно было. Объем внешней торговли Республики Абхазия за 2022 год составил 39 миллиардов 931 миллион рублей. В сравнении с 2021 годом это больше на 4 миллиарда 7 миллионов рублей. Рост составил 11,2%. Итоги работы подвели на заседании коллегии Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Основные усилия Государственного таможенного комитета в 2022 году, как и в предыдущие годы, были направлены на совершенствование путей таможенного администрирования, борьба с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, создание благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия, укрепление взаимодействия по линии международного таможенного сотрудничества. По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Республики Абхазия вырос на 11% и достиг 39,9 миллиардов рублей. Данный показатель не только превзошел уровень 2021 года, но и обогнал результаты 19-20 годов. В 2022 году объем начислений таможенных платежей составил 2 миллиарда 925 миллионов рублей. Плановый показатель на 2022 год выполнен на 117%. В денежном выражении бюджет страны на 428 миллионов рублей начислено больше, чем планировалось на 2022 год. В сравнении с показателями 2021 года за анализируемый период начислено на 192 миллиона рублей больше. На положительную динамику исполнения плановых заданий по таможенным платежам на 2022 год оказали влияние принятые меры по усилению таможенного контроля, а также произведенные структурные изменения в деятельности таможенных органов. Таким образом, рассмотрев товарную структуру экспорта республики в динамике 2021-2022 года, можно констатировать, что по всем товарным позициям наблюдается рост, за исключением алкогольной продукции и недрагоценных металлов. Теперь об итогах внешней торговли Республики Абхазия по странам. В десятку торговых партнеров Республики Абхазия за 2022 год вошли такие страны, как Российская Федерация, Турция, Молдова, Эмираты, Япония, Беларусь, Китай, Бразилия. Основным торговым партнером Республики Абхазия остается, естественно, Российская Федерация, на долю которой приходится 76% общего объема внешней торговли Абхазии. В ряду основных торговых партнеров является также и Турция. Структура товарооборота составила 11%.
Продолжаем выпуск. Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и члены его команды встретились с жителями нового района столицы. Цель – обсудить общественно-политическую ситуацию в стране, рассказать об опасениях, связанных с политикой власти, услышать от жителей нового района пожелания относительно их чаяний. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Жители нового района стали собираться рядом с 5-й школой задолго до начала встречи с лидером оппозиции Адгуром Ардзинба. Пришли и представители действующей власти, чиновники и депутаты. Интересна эта встреча была тем, что обсуждались не только те вопросы, которые сегодня разбирают на всех площадках, такие как закон об апартаментах и энергетика, но и проблемы нового района в частности. В 21 веке в таких условиях жить нельзя, уверен Ардзинба. Я вот недавно был на Донбассе, где идет война. И вот вечером мы прогуливались с нашим легендарным руководителем пятнашки Сахравизба по городу, по Донецку. Слышны были взрывы. С передовой доходили до нас эти звуки, а перед нами ложили асфальт. И поэтому никакого, конечно, оправдания нет никому, нам всем, что вот 30 лет прошло, в этом году 30-летие Победы, что люди в 21 веке живут так. Новый район – большая территория. Чтобы поддерживать работу всей инфраструктуры, необходимо несколько источников финансирования. Госбюджет, местный бюджет и силы самих жителей. Адгур Ардзинба предложил схему, по которой может финансироваться и развиваться новый район. Навскидку более 800 тысяч квадратных метров придомовых территорий нужно приводить в порядок. Комплексно нужно подходить. До 10 километров асфальтных бетонных покрытий надо поменять. Это более 100 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте. Это я говорю про затопленные подвалы, про недействующие лифты, лифтовые хозяйства, кровли, фасады зданий. Про придомовую территорию я уже говорил. Это большие, серьезные вопросы, которые так наскоками решить невозможно. Что нужно сделать для этого? Нужно разработать комплексный план, рассчитанный на минимум на 5 лет по развитию нового района. Здесь, на новом районе, необходимо обязательно построить центр внешкольного образования и спорта. Вот дети после школы куда могут пойти? Мы удивляемся, что наших детей засасывает криминальная идеология. А куда им идти после школы, если не на улицу? Есть такая талантливая группа архитекторов, дизайнеров, называется Харахакалык, по-моему. Надо их привлечь. Сесть все вместе, вот как мы сейчас сидим по-семейному, и сказать, вот нарисовать, предложить план как минимум на 5 лет. И вот здесь по-семейному мы с вами должны решить, что мы будем делать в этом году, в следующем году и через 2 года. Так сегодня решаются проблемы. Источник финансирования, 3 их должно быть как минимум. Это средства республиканского бюджета, выделены под эту программу, средства местного бюджета, городские деньги, и плюс взносы жильцов. Я абсолютно уверен, если подойти прозрачно, подойти понятно, чтобы людям было, что мы делаем, с удовольствием все заплатят все коммунальные платежи в полном объеме. Я уверен, здесь еще найдутся те, кто еще сверху заплатит. Как рассказал начальник управы нового района Эдуард Хашба, сегодня средства поступают из 2 источников. Это коммунальные платежи и дотации из городского бюджета. По словам Эдуарда Хашба, сегодня в районе делается все, на что хватает средств. Коммунальные платежи, то есть квартплата, которую платят граждане, она остается на нашем спецсчете, который мы можем использовать на свое усмотрение, решая насущные нужды живущих в новом районе. При этом дотация госбюджета остается. То есть это большое подспорье. Это двойной бюджет, если можно так сказать. Можно увидеть, что за последний год-полтора, может быть, не такими ускоренными темпами, как нам всем хотелось бы, но изменения в новом районе происходят, тем не менее. За последние 1,5 года администрация города уделяет немало внимания именно нуждам насущным нового района, включая в себя вот эту реформу. И плюс всегда наши просьбы, наши пожелания, что касаются нового района, практически никогда не остаются без ответа или какого-то решения. Я смело вот здесь, глядя в глаза всем жителям нового района, могу сказать, что ни один человек, обратившийся в нашу управу,
без внимания не остался, насколько была его решена проблема на все 100% или на 50%. Но если не хватает наших сил, мы обращаемся в администрацию города, которая всегда нам оказывает помощь. Эдуард Хашбу поделился планами на предстоящий год. По его словам, к юбилею Победы отремонтируют улицу 30 сентября и продолжат парк. Будут изменения и на самом пятачке. Полностью репортаж Марьяны Котовой смотрите после выпуска новостей. В Донецкую Народную Республику прибыла партия гуманитарного груза из Абхазии для беженцев и вынужденных переселенцев, а также провизия для бойцов. Очередной груз организован единым общественным штабом поддержки и помощи Донбассу в Республике Абхазия. Люди и даты. 3 марта свой 85-летний юбилей отметил народный артист Республики Абхазия Заур Чанба. С юбилеем народного артиста поздравили министр культуры Абхазии Даур Кове, коллектив Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В нашем эфире смотрите проект «Салон Витраж», героем которого стал народный артист Заур Чанба. Представители общественного движения «Абхазская национальная конференция» на брифинге в Арс Мира заявили, что для полноценного развития абхазского государства необходимо национальное согласие. Его невозможно достичь, меняя одних хороших людей на других во власти. Согласие должно сложиться на базе общих идей, ценностей и целей. По мнению участников движения, обществу надо решить две задачи. Определить, какая государственная система нужна и как формировать власть, чтобы туда приходили не случайные люди, а мыслящие общенациональными категориями. Видеоотчет с брифинга смотрите в нашем эфире. Сохранению абхазского языка и проблемам демографии в Абхазии был посвящен круглый стол в Совете старейшин, который состоялся в столице по инициативе общественной организации Ахей Курхара. Видеоотчет с круглого стола смотрите в воскресном эфире Абаза ТВ. Ректор АГУ Олег Угварамия выступил на съезде Евразийской ассоциации университетов. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации Абхазского госуниверситета. В своей речи ректор отметил, что благодаря ректору МГУ Виктору Садовничему удалось сохранить единое образовательное пространство бывшего СССР. Гварамия поблагодарил Виктора Антоновича за помощь и поддержку, оказываемую Абхазскому государственному университету. Договоры с членами Евразийской ассоциации университетов и в первую очередь МГУ позволили выжить нашему университету в тяжелейших условиях и начать развиваться, подчеркнул Олег Угварамия. На съезде ректор АГУ высказался и о евразийской многоуровневой системе высшего образования. Отметил, что в 2003 году Абхазский университет частично перешел на болонскую систему, но не по схеме 4+2, а по системе 4+1+1 с сохранением специалитета. С 1 марта стартовала кампания по приему заявок на гранты Россотрудничества от организаций соотечественников в Абхазии. В рамках программы отбираются проекты по следующим направлениям. Организация мероприятий в рамках празднования Дня русского языка и Дня народного единства, издание материалов о соотечественниках, проживающих в Абхазии, их объединениях, памятных местах, связанных с соотечественниками, вкладе выходцев из Российской Федерации в государственное строительство, экономику и культуру Абхазии, проведение образовательных мероприятий, направленных на сохранение языковой идентичности соотечественников, проживающих в республике, и другие. Сроки предоставления конкурсных заявок с 1 по 19 марта включительно. В Сочи состоялась встреча делегации Республики Абхазия с руководством города по вопросу двустороннего сотрудничества. Абхазскую делегацию возглавил заместитель руководителя администрации президента Валерий Пабба. В составе делегации министр культуры Даур Кове, который выразил благодарность за организацию встречи, отметив важность сотрудничества и укрепления связей, в частности в области культуры. В рамках культурного обмена в Сочи проходят гастроли ведущих творческих коллективов из нашей республики. На встрече обсудили вопрос расширения взаимодействия в сфере культуры, в частности, размещения выставочных экспозиций об историко-культурном наследии Абхазии в музеях и библиотеках курорта, а также участии национальных творческих коллективов и ремесленников в городских мероприятиях Сочи.
«Хулиганы Мухусского двора» — так называется новая книга Ардашеса Овсепяна, презентация которой состоялась в Центральной библиотеке города Сухум. Это третья книга молодого писателя. С первой страницы попадаешь в атмосферу послевоенного Сухума. И хотя самому автору на тот момент было всего 3 года, картины быта, взаимоотношений между людьми в послевоенном Сухуме напомнят о том непростом времени. Молодого, растущего, талантливого, выросшего у нас в библиотеке Ардаша Овсепяна. Это у него не первая презентация, немало. Мы проводили вечера и презентации, и юбилеи уже состоявшихся писателей и поэтов. Он у нас на глазах вырос и был постоянным читателем. Пожелаем ему творческих успехов. يخا حزعنا أرداش يوسف فيكو ترزعنا كرزاس كختسو زجراب خزيرجلا نريش خوي كحسب وجوب راب خبيش تقنع عيسو كي بيومتك وكيف خز بخير قمنا حرتخوما أرا خوي حبة دالت في جنيل الحون يدني خبشة أو يبسي قرد سقول أو يبسد دزلية أزدخات زتبع أنا يشتيكا زبزيبر يشتيكا زبخارة زاسا كابزا وي ريزا زا شبريز يوم تكوير نبشر أرداست خوشاخس حيبدرت حيتزحيتو حر زالشو زرشو سكاك حبوباكم زر أجيب جرام ويت بشو ببستازارعنا ويت بشو بيوسعنا ويت بشو بزخنجر ياجي يوسي مدوب أبريزي جنم بشرامو زيدير يرجعم تكور عنجي يرجعم تكور غيرك ززكو يوز شيكولا شروب يرجعم تكور غيرك ززكو أبسنيمي بزوختسكو أبسنا يبز يحاز يري دوني خبششة زبساخز يحب مزارجي دوني خبششة أرجيرعنا تبز ما زختسكو وبريعندي أري أخاطس يخا دزنو أميو يدو نحولارو أري أميو يادقلتو. Скажу честно, что да, с писателем мы познакомились относительно недавно на просторах интернета, и с книгой имела возможность ознакомиться в начале, в эпизодах, которые были в Фейсбуке, мы имели возможность прочитать, а в дальнейшем лично было очень приятно получить эту книгу от автора. И, конечно, не сравнить, когда ты читаешь книгу в реале с книгой онлайн. Данная книга произвела на меня большое впечатление, я прочитала ее на одном дыхании, поскольку здесь и юмор, и драма, и затронуты такие проблемные вопросы из жизни, которые описаны, хоть и послевоенное время, 95-й год, являются последствием войны, но они актуальны в наше время. Просто приятно на самом деле, что у нас есть такие молодые творческие люди, которые способны создавать произведения, несомненно, я даже в этом не сомневаюсь, которые будут передаваться из поколения в поколение и передавать все особенности нашего бытия, наших проблем, нашего сознания того времени. С первых страниц попадаешь в атмосферу послевоенного города. Это нам всем очень знакомо. И все эти взаимоотношения между молодыми ребятами, между поколениями, причем они из разных семей. Армянская община Республики Абхазия награждает Овсепяна Ардашеса Ониковича за яркие достижения в творчестве, активную общественную деятельность, вклад в развитие литературного дела, популяризацию самобытных традиций народа и высокое мастерство. С уважением, председатель Армянской общины Республики Абхазия Минасян Алик Арутюнович. В этой книге я хотел бы, вот какой бы мой посыл был, получился он или не получился, я хотел, чтобы говорила улица. Говорили именно уличные ребята, которые попали, они не были виноваты в том, что война началась, они не были виноваты в том, что кругом была разруха, что многие вещи в стране не работали фактически, но они были заложниками ситуации. Все 3 героя, их объединяет то, что у каждого из них во время войны они потеряли кормильца в семье, они стали ответственными в своих семьях, но несмотря на это все, они не то что не упали духом, они были переполнены моралью и переполнены верой построить светлую будущую страну. Несмотря на то, что
каждый из них имел какой-то свой определенный, допустимый, наверное, тем временем, неровность, наверное, как сказать, вот в характере, это сегодняшнем времени, если интерпретировать. Вот Аляс, он был карманник, он лазил в карманы, Инал любил играть в карты. Вот. Все это было, но несмотря на это все, каждый из них имел честь, имел понимание. И мы все прекрасно помним, что сухумчане того времени, в принципе, они были такими. Двенадцатый республиканский фестиваль народной музыки состоялся в Сухуме. В нем приняли участие 9 коллективов. Среди них, как уже известные, титулованные, например, госансамбль «Гунда» или оркестр Абхерца из Лидзавы, так и новые коллективы. Впервые на сцену вышли 3 новых коллектива. Инструментальный оркестр Ачимчирской школы-интернат, школьный ансамбль «Аяйра» из Джирхуа и ансамбль «Апсны-фолк» при центре имени Ивана Кортуа. Слово Надежде Боровиковой. 12-й республиканский фестиваль народной музыки Абхерца посвящен памяти композитора, собирателя абхазского фольклора, заслуженного деятеля искусств Ивана Кортуа. 4 марта ему исполнилось бы 113 лет. Центр народного творчества, который возглавляет заслуженный работник культуры Нури Кварча, тоже носит имя Ивана Кортуа. Вот уже 12 лет Нури Кварча проводит фестиваль Абхерца для того, чтобы сохранять и развивать народную музыку, привлекать молодежь к игре на народных инструментах. Начинали мы из 1-2 коллективов. Никто не верил нам, что это будет возможно. Сегодня мы с гордостью хотим сказать, что в Абхазии действуют более 12 коллективов. Сегодня, правда, не все смогли принять участие, потому что детские коллективы в связи с тем, что они выходят из школьного возраста, иногда должны обновляться и год могут сделать перерыв. Открывал вечер государственный, давно любимый в Абхазии, вокально-инструментальный ансамбль «Гунда». Каждый коллектив презентовал по 2-3 композиции или попурри. Сразу после них состоялся дебют ансамбля «Аяйра», в котором играют школьники из села Джирхуа. Недавно в Ачимчирской школе-интернате появился кружок национальной музыки. И это первое выступление ансамбля на большой сцене. Руководитель – заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия. Вот наша директор Бела Платоновна, чтобы она очень хотела, она приобрела народные инструменты. И после этого у нас существует этот, как при школе, кружок народных инструментов. И название тоже отдали этому коллективу. Кружок, не как кружок, уже ансамбль народных инструментов «Ашахуа». Национальная музыка звучала в этот вечер в исполнении трио под руководством народной артистки Розы Чамагуа и дуэта студенток Сухумского государственного училища культуры. Абхазские звезды в мире ударных, ансамбль долистов «Адаул» всегда заряжают позитивной энергией и дарят хорошее настроение. Оркестр народных инструментов Абхерца из поселка Лдза под руководством заслуженного артиста Даура Парулуа ежегодно принимает участие в одноименном фестивале со дня его основания. В прошлом году ансамбль был приглашен к участию в торжественных мероприятиях в честь столетия Карачаево-Черкесии. Коллективы братских народов Северного Кавказа тоже принимают участие в фестивале. Коллектив у нас носит название «Насып», что в переводе означает «счастье». Абхазы говорят «А-насып», «Мы насып». Коллективу 27 лет. Его создал мой отец, Аслан Кейшко. Я стараюсь его продолжить. Обучаем детей игре на адыгских инструментах, на адыго-абхазских инструментах, или чтобы абхазы не обиделись на абхазо-адыгских инструментах. И почему мы сюда приезжаем и приглашаем с Абхазии к нам? У нас язык один, народ один, музыка одна.
Открытием вечера стала вокально-инструментальная группа «Апсны Фолк», которая сформировалась всего месяц назад при Центре народного творчества имени Ивана Кортуа. Жители Абхазии могли слышать этих музыкантов по отдельности или в составе других ансамблей, но в таком звучании, в таком прочтении и исполнении абхазская народная музыка, кажется, еще не звучала. Мы образовались буквально недавно, где-то около месяца как. Да, мы долго думали, вот пришли к этому. Нас там 6 человек, соответственно, 6 инструментов. И исполняем фолковую музыку. Это то есть народная музыка, стилизованная немного, обработанная. Вот. Так-то вот пытаемся продвигать нашу культуру. Я играю там на гармошке. Музыкой занимаюсь тоже достаточно давно. Вот, закончил Московский институт культуры. Вот, и вообще долгое время проживал в Москве и работал там, занимался музыкой, естественно. В Абхазию переехал в 2017 году. Вот, и по обстоятельствам не сразу получилось собрать группу. В ходе финальной композиции все участники фестиваля вышли на сцену. Нурик Варчия наградил руководителей ансамбля и коллективов дипломами и памятными призами за участие в 12-м республиканском фестивале народной музыки Абхерца. Надежда Боровикова и Нала Гухава, Абаза ТВ. Ну а концерт нового сезона легендарного проекта «Апсны Старс» смотрите в нашем воскресном вечернем эфире. Спорт. 11 марта Герман Арджения проведет рейтинговый бой в рамках вечера бокса Event 75 «Дерись и побеждай» от Шама Boxing Promotions в спорткомплексе «Крылья Советов». Соперником абхазского спортсмена станет боксер из Конго Абет Кабонго. 4-раундовый бой будет проходить в весовой категории до 63 килограммов. Трансляцию вечера можно будет посмотреть на телеканале «Спортивный». Даниил Харчелава стал победителем чемпионата Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе, который прошел в городе Сыктывкаре, Республики Коми, сообщается на сайте Госкомспорта. Соревнования собрали около 100 участников из Коми и Карелии, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Калининградской областей, а также из нашей страны. Сейчас о погоде. В выходные дни 4 и 5 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Атмосферное давление пониженное, температура воздуха ночью от 1 до 6, днем от 9 до 14 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных!